Коми впервые за долгие годы удалось преломить негативную тенденцию снижения числа субъектов малого и среднего бизнеса. К началу этого года их стало больше на 500. Создание новых субъектов малого и среднего бизнеса, а также их переход на следующий уровень – один из ключевых приоритетов развития экономики региона. Помогает в этом поддержка государства. Так значительно выросла популярность микрозаймов государственной микрофинансовой организации, а также поручительство регионального гарантийного фонда и льготный лизинг. Кроме того, региональный фонд развития промышленности предлагает предприятиям льготные условия софинансирования проектов, направленных на производство новой продукции, импортозамещение, модернизацию и техническое перевооружение действующих производств. Мы видим, что поддерживается сельское хозяйство, и тот рост, который задекларировали год к году 113%, это вообще колоссальные цифры. Что касается Сыктывкар хлеб, да, мы пользуемся всеми инструментами, которые дает нам федеральное правительство, да, и республиканское. В этом году мы пользуемся заемными ресурсами Республиканского фонда развития промышленности. Предприятиям в сфере лесопереработки, сельхозпроизводителям, а также субъектам малого и среднего предпринимательства также предоставлены субсидии в рамках реализации регионального антисанкционного плана. Наряду с имеющимися мерами поддержки в 2023 году республика ввела субсидирование затрат предприятий легкой промышленности и в сфере туризма. По поводу поддержки предприятий легкой промышленности, да, могу сказать, что в прошлом году первый раз за всю мою работу было проведено субсидирование затрат по инвестированию. Мы получили средства частично средств по приобретенному оборудованию, ну и это нам помогло и в будущем сэкономили деньги на следующие закупки оборудования. Малый и средний бизнес в Коми обеспечивает работой 100 тысяч человек. Это почти 30% от всего занятого в экономике населения региона.